Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие друзья. Вот и наступил священный месяц, месяц Раджаб. Месяц Раджаб является одним из священных месяцев, в которых желательно максимально больше уделить внимание благим деяниям и отказаться от всего плохого, дурного, от всех обид, каких-то воинственных действий, от мщения. И максимально этот месяц является также месяцем, когда мы сажаем зерна. Как известно, есть два вида зерен. Есть зерна, которые дают потом благие, приятные, вкусные плоды, и зерна, плоды которых они являются кислыми и горькими. То же самое среди деяний. Есть деяния, которые впоследствии нас радуют как в этом мире, так и в следующем. Но также есть зерна, которые мы называем грехи, прегрешения, дурные поступки, плоды которых являются горькими как в этом мире, так и в следующем. Так вот, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалам, говорит, что месяц Раджаб является месяцем Всевышнего Аллаха Тааля, и этот месяц, когда мы сажаем максимально зерна свои. И этот месяц уникальный месяц. Например, давайте с вами сравним с весной. Как в народе есть такая поговорка: один день весны он кормит весь год, например. То же самое и с нашими деяниями. То есть в месяц Раджаб, когда мы максимально уделяем внимание добрым, благим деяниям и поступкам, то Аллах Тааля тут же максимально содействует, чтобы эти дела, они максимально дали пользу как в этом мире, так и в следующем, иншаллах. И деяния, которые мы сделали благими, они нас будут радовать, Аллах, в этом мире и в следующем. Этот месяц, месяц Раджаб, он также знаменателен тем, что в этот месяц Аллах Тааля, он воздает несметными благами. И в хадисах описывается, что пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, в месяц Раджаб, когда он начинался, он просил у Аллаха Тааля и обращался ко Всевышнему с такой молитвой: «О Аллаха Тааля, удостой нас чести увидеть или постигнуть месяц Раджаб и Шаабан, и удостой нас еще большей чести, чтобы мы насладились благами месяца Рамазан». Месяц Рамазан — это известный месяц, в котором Аллах Тааля увеличивает свои блага, приумножает каждое доброе дело. И Аллах Тааля в Коране говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, фаля тазлиму анфусакум». О, те, которые уверовали, не притесняйте себя, не притесняйте себя. Как мы можем притеснить себя касательно этих месяцев? Мы можем притеснить себя, то есть навредить сами себе тем, что мы не используем эту возможность. В жизни у каждого человека есть очень много возможностей. И если мы используем эти возможности, они приносят нам благо, то тогда мы радуемся. И радость от минуты, например, нашего благодеяния, он там может годами продолжаться в виде благости и счастья в нашей жизни. Но благодеяния, добрые поступки, благие дела, которые совершенные в эти священные месяца, и в особенности месяц Раджаб, они будут радовать не только в этом мире, иншаллах, но будут радовать также и в вечном мире, иншаллах. Пусть Аллах Тааля удостоит нас чести использовать эту возможность, чтобы мы не притесняли себя, а наоборот, чтобы радовались за каждый благой поступок, за каждое доброе дело, за каждое зерно благого, которое мы посеем в этот месяц. Иншаллах, пусть Аллах Тааля удостоит нас чести, увидев итог, увидев плоды этих зерен, радоваться как в этом, так и в следующем. Иншаллах. Аминь. Саляму алейкум ва рахматуллах.